В эфире канадского телевидения информационный выпуск «Вести недели», в студии Рената Сагдеева. Здравствуйте. Уровень развития города Канаша благоприятный. В музыкальной школе прошла встреча председателя Кабинета министров Чувашской Республики, министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрия Краснова с депутатами Собрания депутатов города Канаш и с активом города. Об этом в нашем репортаже. Строится новый микрорайон, дороги, парки, развивается здравоохранение, социальная сфера. У города хорошее будущее, отметил в своем докладе Виталий Михайлов. Основная масса финансовых средств поступает безвозмездно из бюджета Чувашской Республики. Поэтому мы дотационные, мы понимаем, но каждый год наши показатели растут. Выполнение плана по собственному доходу бюджета областного у нас не вызывает сомнений плюс 100%. В 2021 году мы 104 заявления, по-моему, даже перебывали. Основные экономические показатели первого полугодия тоже на слайде. У нас вырос объем отгрузки продукции до 8 миллиардов. Также объем розничной торговли вырос не сильно, но упало образующееся состояние. Также выросли объемы продуктов в строительном комплексе. Сейчас идет строительство большого микрорайона по улице машиностроителей. Вы все это прекрасно видите. Так называемый третий поле, где будет 7 пятиэтажек построено, застройщик эксплуатирует по предпринимательству цифры тоже на слайде. По нашим резидентам сегодня у нас действующий это Навитек, по канадским конструкции, по Астра, Техномосинженеринг. Вот мне бы хотелось остановить внимание на двух. Это по АКТО. Предприятие работает динамично, с каждым годом, вот третий год работает, наращивает обороты. И на этом не останавливается. Ну и хотелось бы обратить внимание на производителя цепа по Астра, Андрей Николаевич Зайцев находится, тоже амбициозный проект. Также из действующих проектов, которые сейчас запускаются в стадии реализации, это по Гранека. Все знаете компанию Аура СВ, примерно такой же аналогичный продукт, но уже будет в сухом исполнении. Сейчас прорабатывается проектная документация по канадскому нефтяного терминалу, это 15 гектаров земли рядом с индустриальным парком, между индустриальным парком и бывшим индустриальным. Также два проекта активно реализовываются на Кавазе. Один из них это технологии производства, как раз тоже есть инновационный проект, который сегодня уже производит. И компания Папканди, это мягкая карамель, как раз они тоже сейчас есть для него вопросы решены, и они написались на Совет инвестиционной политики. Отдельно остановился на строительстве дорог. В 2022 году у нас было запланировано ремонт дворовой территории по программе Министерства транспорта Чувашской Республики. Под этот ремонт у нас попали 8 дворов, включая проезды, проспект 53, проезд школы номер 9, 30 лет Победы, дом 3, Пушкин 29, улица Ильича 10, машиностроитель 12, машиностроитель 14, машиностроитель 30 и 27. На 70% сегодня работы выполнены. Подрядчик у нас заканчивает сейчас работы, которые осуществляет на лицее госслужбы, и обещает до 15 сентября объем закрытия. На 1 сентября также выполнен ремонт автодорог на сумму 35 миллионов рублей. У нас сегодня ведется ремонт автодороги улицы Карла Маркса. Первый этап, их название немножко ошибка, совершили, как пишет, второй этап. Завершение строительства у нас в августе 2023 года. Это потому что вот раскопали там что-то. Проспект сложный объект, очень много сетей, канализация, водопровод, газ, связь, электричество. Мы столкнулись с рядом проблем, потому что ряд сетей даже у нас не были на карте. Но тем не менее все вопросы сейчас технически решены. И в ближайшее время, уже буквально в следующей неделе, подрядчик приступает как раз и асфальт, и досрочно сегодня завершены работы по улице Комсомольской. Работу мы должны были сдать в 2023 году. Подрядчик дал досрочно. Сейчас как раз идет технически, который говорил Дмитрий Иванович. Мы уже доехали к нашему решению. Стоимость работы составила 12 миллионов рублей по улице Комсомольской. Теперь еще улица Вадима. Мы ее тоже заключили. Единственный план нормативы
считаем. Ждем уточнения бюджета, чтобы посчитать. И данный подрядчик у нас также в августе месяце выиграл объект по улице Кошелова. Чтобы понимание было, это лицей по службе. Лицей по службе идет большая реконструкция. Именно прилегающих площадей появится плацовая, появится своя спортивная площадка, хоккейная площадка. И вообще мы сегодня видим, что мы от ремонта перешли к модернизации, то есть после ремонта еще и приводим в порядок территории наших учебных заведений. Ну и до указания соответствующей главы, что учебным заведениям нормальные дороги должны быть подведены. Вот как раз мы его используем. Даже тоже касается и 9-й школы, то, что будет сделано 15 сантиметров. Вы все обратили внимание, особенно тоже видите, что по улице Красноармейской у нас идет формирование. Наконец-то компания «Автобан» выставила свою субподрядную организацию, которая ремонтирует 2,9 километров улицы Красноармейской, начиная от улицы Комсомольской до выезда из города Новый. Вся работа это будет закончена 15 октября, и плюс сейчас посещаем дорожных в разбитом состоянии. И нам подрядчики обещают ее тоже до середины октября завершить. Виталий Николаевич поблагодарил правительство республики за помощь, горожан за поддержку и понимание. Обратите внимание на то, что я поблагодарить вас за ту работу, которую мы проводили в прошлом году в рамках минимизации последствий пандемии. К сожалению, сейчас опять растет показатели, и я призываю делать это. Мы с вами, благодаря нашим совместным усилиям в прошлом году, 100% плана привили наше взрослое население, и может быть поэтому количество как раз заболевших канашей чуть меньше, чем в целом году. Это все наша общая с вами заслуга. И прошу вот с пониманием отнестись к тем мероприятиям как раз по дезинфекции пространств. Я очень часто слышу, что это не нужно делать, еще что-то. Во-первых, сам материал, само средство, которое мы используем, он не такой дорогой. Но тем не менее, есть мероприятия, это не нужно. Поэтому ту работу, которую мы проводили, дальше продолжим по санитарной работе площадей и общественных пространств. Ежемесячно мы это делаем, не забываем ни о чем. Прошу отнестись к пониманию. Это не деньги на весь, это беспокойство о вашем здоровье. Ну и хотел бы поблагодарить правительство, почему? Потому что ни одна просьба, направленная в город Канаш, не осталась без внимания. Вам спасибо. Председатель Кабинета министров Чувашской Республики, министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов отметил, что город Канаш имеет большие перспективы для дальнейшего развития. Для этого есть все – выгодное экономическо-географическое положение, статус территории, опережающего социально-экономическое развитие, образовательные учреждения и крупные заводы, с которыми правительство республики ведет совместную работу по реализации инвестиционных проектов. Те самые значимые, на мой взгляд, цифры, на которые стоит обратить внимание. Значит, смотрите, вот по нашей информации, то, что мы мониторим, мы видим, что очень позитивно по итогу первого полугодия у нас рост объема отгруженных товаров промышленными предприятиями в целом по городу Канаш у нас в 1,5 раза превысил аналогичный период прошлого года. Ну, для меня это тоже и прямой сигнал, и косвенный, что объем отгруженной продукции показывает, что стали больше производить, стали больше делать услуг, строить и так далее, о том, что жизнь кипит и, в принципе, развитие есть. Очень отрадно, что именно по деятельности строительства тоже в 1,5 раза у нас рост по объему работы, в 1,5 раза. Это тоже позитивно. Из негативного вижу, что негатив, наверное, тут нет. В принципе, вот по розничной торговле у нас тоже отмечается только наш рост. Из негативного это оборот общественного питания, если такой значительный. По субъектам малого и среднего предпринимательства также смотрим, что наконец-то начинают предприятия, малый и средний бизнес города Канаша. У нас сегодня порядка
7 тысяч человек, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, тоже видим, растет доля бизнеса в общем объеме экономики Канаша и по количеству человек, и по самозанятым. И отдельно у нас под контролем находится ТАСЭР, все инвестиционные проекты, их сейчас 11 в городе Канаш. Ну, здесь мы отдельно, наверное, пройдемся, по некоторым есть вопросы, хотел бы потом отдельно обсудить. Ну и в целом, наверное, вот это основные такие выводы. В общем, отмечаю, что по линии малого и среднего бизнеса росту и по промышленному сектору город Канаш по итогам пока полгода промежуточно посмотрим, как год закончится, идет с ростом. Но оттуда у нас и все вопросы, связанные с показателями социально-экономическими. Вот я смотрю по блоку демографии с точки зрения ситуации по другим районам. Вы в топ-3 с хорошим плюсом в плане демографии. Это и по, наверное, не знаю, впервые за долгое время, за полугодие, количество прибывших в город Канаш увеличило больше, чем количество прибывших. Это тоже для нас отрадный факт. Не знаю, что способствует этому, но сам факт говорит цифры о том, что работа в этом направлении идет в положительном ключе. Вижу, что количество самозанятых так, 2,5 раза увеличилось. 10 раз больше поставили земельных участков, выданных многодетным семьям. То есть там, 30 участков мы выдали за полгода уже. Спасибо за эту работу. Вопрос теперь только их оснастить соответствующим образом. На подведении итогов приняла участие министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской республики Кристина Майнина. 40% всех обращений касаются автомобильных дорог. Это ремонты дорог, ямы, дорожные работы. 21% это дворы и территории общего пользования. 11% это многоквартирные дома. То есть что-то там не в порядке, это как бы сигналы от населения, которые мы с вами принимаем, и, соответственно, мы должны давать на них ответы. В том числе в медиапространстве, потому что я еще медиа курирую, да, я министр медиа в том числе. Соответственно, в вашей новостной повестке, да, у меня на территории здесь Канашская газета работает, районка, и она очень активная, они большие молодцы. То есть все время должны присутствовать ответы на эти вопросы, да, чтобы у жителей к вам была положительная обратная связь, потому что вы действительно их решаете. Вот если углубиться в эту аналитику, да, я вот сказала, автомобильные дороги, дворы общего пользования, многоквартирные дома, безусловно, вплоть безнадзорных животных. Вот Виталий Николаевич уже ответил, что у вас там положительная, хорошая динамика, о ней тоже нужно постоянно говорить, чтобы была обратная связь. Благоустройство, мусор, уборка мусора в дворах, дорогах, водоснабжение, образование в части питания в образовательных организациях, благоустройство, энергоснабжение, ну вот это основные такие тематики, которые беспокоят жителей. Если переходить к цифровизации, то действительно мы сейчас разрабатываем муниципальные программы цифровой трансформации. Они будут состоять как из обязательных блоков, которые мы все обязательно должны прописать, так и из вариативной части. То есть вы можете предложить какие-то собственные проекты, я, допустим, знаю, что вы по транспорту, может быть, уже даже реализовали проезд по карточкам оплаты, да, безналичной оплаты. Может быть, у вас еще есть какие-то проекты, которые вы понимаете, что облегчили бы, упростили, улучшили бы жизнь граждан, мы эти проекты готовы финансировать. То есть вы сейчас заявляете по проектам, которые действительно нужно реализовать именно в Канаше. Мы их отсматриваем, если они действительно достойны, подпадают под все критерии, улучшают качество жизни, то Олег Алексеевич нам подтвердил, что на следующий год мы либо их софинансируем, либо мы гранты будем давать, чтобы вы могли их реализовать. Это такое вот основное продвижение. Канаш маленький, но очень перспективный город. Это подтверждает желание инвесторов работать и развивать бизнес на территории
День знаний – праздник волнительный и радостный одновременно, как для детей, так и для их родителей. Сегодня открыли двери все школы и техникумы города Канаша. Наша съемочная группа посетила несколько учебных заведений. Старт был дан в Канашском финансово-экономическом колледже. Глава администрации Виталий Михайлов поздравил студентов с Днем знаний. Закончил тоже стены этого вуза, можно теперь сказать. Поступал я учиться в Канашский финансовый техникум, заканчивал финколледж, а теперь вы сегодня студенты финансового университета. И это вдвойне приятно, вы за короткий период времени можете получить высшее образование. Когда мы учились, география всей страны была представлена в этом техникуме. Сейчас Олег Александрович сказал, что основная масса канашские ребята в близлежащих районах, но это тоже радует. С одной стороны, вы будете рядом со своими родителями. Я всегда, когда хожу на выпускные, 10 класс, 11 класс, но больше мне почему-то нравится в 9. Я обнимаю выпускников и говорю: дорогие вы мои родные, останетесь в родном городе. Поэтому это шутка. Если честно, действительно, многие из вас в будущем, я думаю, пойдут как раз по пути получения высшего образования, не только специального, а уже и будет и, как говорят сейчас, вернется скоро специалитет, это тоже правильно, но чем сильны наши выпускники? Я вот тоже в двух университетах повышал свою квалификацию, и мне было очень легко, имея такой багаж знаний. Здесь дается большой багаж знаний, и некоторым преподавателям со мной было неудобно уже. Поэтому, дорогие друзья, я хочу, чтобы вы любили свой филиал университета, скажу, не буду вперед ходить, потому что Олег Александрович уже подсказал, и на будущее, наверное, вам тоже подскажут, как вы можете быстро, за короткий период, получить высшее образование. И не надо останавливаться на достигнутом. Только когда вы займете посты, как вот сегодня проректор говорил у вас, что там министры финансов, вице-премьеры, премьеры, вы не забывайте про родной город Канаш, не забывайте в нужные строчки, нужные цифры прописывать, чтобы финансирование в родной город шло. Но мне хочется пожелать вам здоровья, счастья, благополучия. Хочется, чтобы вы не боялись ставить перед собой большие задачи. Никогда не надо стесняться. Иной раз, как говорил мой старший сын, немножко лентяй, говорит: папа, весь научно-технический прогресс обязан лентяям. Вот дай Бог, чтобы вы были такими лентяями, которые двигали экономику. Еще раз с праздником, еще раз я рад находиться в этом заведении, в этой большой семье. Я думаю, так и будет дальше, что здесь будет всегда царить мир, согласие, веселье в виде студенческих вечеров каких-то. Ну и, я так понимаю, делается все для того, чтобы и в быту было все у вас хорошо. Дай Бог вам всем здоровья, как говорится, большому кораблю, большое плавание. И я думаю, мы с вами встретимся лет через 10. Кто-то здесь будет у вас главой администрации какого-нибудь муниципалитета, я не исключаю, что из города Канаша. Кто-то будет занимать большие посты в министерствах различных, кто-то в госкорпорациях, ну а кто-то будет успешным бизнесменом. Всем удачи! Далее мы последовали в 11-ю школу, куда прибыл депутат Государственного совета Чувашской республики Артем Владимиров. Разрешите от имени группы компании «Экра» от депутатского корпуса Государственного совета Чувашской республики поздравить вас сегодня с праздником, с Днем знаний. Малышам пожелать усердия, трудолюбия, ставьте цели уже в первом классе, кем хотите быть. Вот, учителям и родителям пожелать крепких нервов и терпения. Ну, я себе тоже этого желаю как родитель. Вот, и в частном порядке я хотел бы напомнить родителям, что группа компании «Экра» ждет вас с экскурсии на производственной площадке. Мы рады вас всех видеть с вашими детьми. Вот, познакомиться с профессиями, специальностями, которые на сегодняшний день востребованы. Я напомню, что группа компании «Экра» – это крупнейшее производственное предприятие в Чувашской республике. И мы сотрудничаем с ЧМК и с ЧИГУ. Мы вас ждем. Еще раз с праздником. 62-й раз двери школы номер 11 открыты для наших самых маленьких учеников, для наших выпускников, для наших учеников, которым еще предстоит получать знания. И я хочу в этот день пожелать вам мирного неба, здоровья, счастья. И в первую очередь, конечно же, обратиться со словами добра, пожелания и усердия к нашим самым маленьким
сегодняшним ученикам. Дорогие первоклассники, я желаю вам быть послушными и усердными, получая знания. Всем в добрый путь и всего самого хорошего. Многие канашские школьники после окончания учебы поступают в один из лучших учебных заведений Чувашии – Канашский транспортно-энергетический техникум. Директор Ильсур Назмудинов предложил выбрать востребованные рабочие профессии, которые сегодня имеют хороший потенциал. Уважаемый педагогический коллектив школы номер 11, уважаемые гости, разрешите от имени коллектива Канашского транспортно-энергетического техникума, также от лица собрания депутатов города Канаш 7-го созыва поздравить вас с этим замечательным праздником Днем знаний. Сегодня мы видим, как наше молодое поколение вступает уже в настоящую жизнь. Вам предстоит очень интересная учеба, дорогие ребята. И хочу сказать, что мы сотрудничаем со школой номер 11 по нескольким проектам. Это позволяет школьникам, начиная уже с младших классов, знакомиться с образовательными технологиями, знакомиться с оборудованием, которое их ждет в будущих местах работы. Сегодня мы также открываем новый учебный год в техникуме, и отрадно, что из 350 новых студентов 71 человек – это выпускники школ города Канаш. Также немало среди наших новых первокурсников, выпускников 11-й школы. Я приглашаю к активному сотрудничеству и педагогический коллектив, и учащихся, и выпускников приглашаю для посещения наш техникум. И по окончании ждем вас в рядах наших студентов. С праздником, здоровья и удачи. Спасибо. Мы приветствуем всех вас. Посмотрите вы на нас. Перед вами очень бравый и достойный первый класс. Здравствуй, тетя ученица, здравствуй, дядя ученик. Школа будет мной гордиться, хоть пока я не велик. Если ж, дядя, вам не слышно с 2-метровой высоты, мы подставим к вам стремянку, чтобы с вами быть на «ты». Посмотрите сверху вниз и скажите дружно чиз. Перед вами первый класс, это раз. Пожелтевшая листва, это 2. А учеба впереди и волнение в груди, это 3. В школу все мы собрались, проворочили всю ночь, улыбались, наряжались, даже кот хотел помочь. На уроках обещаем не шуметь и не болтать. Если и ответ не знаем, будем руку поднимать. Будем спортом заниматься, чтобы часто не болеть, то учительницей нашей не пришлось за нас краснеть. Если честно, мы устали здесь на публике стоять. Вроде бы главное сказали, нужно речи закруглять. А еще вас приглашаем мы на наш на выпускной. Пропустить вас обещаю, скажете, что вы со мной. Во Дворце культуры чествовали лицеистов, гордость и честь города Канаша. Стало доброй традицией в этот день, 1 сентября, в День знаний, вручать паспорт гражданина Российской Федерации. Я думаю, что вы станете достойными гражданами
нашей необъятной Родины. И не забудете свою малую Родину, город Канаш. И будете для города делать все, что в ваших силах. Я желаю вам успехов в учебе, творческих начинаний, и чтобы вас всегда радовала ваша школьная жизнь. Успехов, добрый путь! В третьей школе праздник начали с чествования педагогов. Учитель начальных классов Мария Александрова. Она окончила школу номер 3 и сюда же вернулась педагогом. Директор школы Марат Шадаев выразил огромную радость за то, что выпускники возвращаются в родные стены уже в качестве профессиональных педагогических работников. В этом году в школах есть нововведение. Каждый понедельник будут подниматься флаги Российской Федерации и Чувашской Республики и проводиться классные часы под названием «Разговоры о важном». Я ее еще помню с тех времен, когда она располагалась на улице Железнодорожной. Невзрачное здание было. Но и мы дожили до тех времен, что в 2024 году будем ремонтировать эту школу. Проектно-сметную документацию директор уже подготовил. И я думаю, эти 2 года пролетят быстро, и мы какие-то плоды уже ощутим. Но это не главное. Главное, о чем я сегодня хотел бы сказать, это действительно новшества новые. Действительно, слово «патриотизм» сейчас очень много вкладывается. И я думаю, нет ничего зазорного, что каждый из учеников школы будет знать гимн родной страны. Страны, которая помогла не одному народу в мире, и каждый раз мы получаем какие-то ответы непонятные. Вот чтобы этого не было, мы со школьной скамьи должны прививать своим детям любовь к нашей большой родной родине. Ну и еще чего хотел сказать. Сегодня в 10 школ нашего родного города пошли 7095 детей. Из них 778 детей пошли в 1 класс. Это говорит о чем? Это говорит о том, что каждый год количество учеников растет, и это говорит в первую очередь о том, что город развивается. И я очень рад, что вот эту тенденцию мы потихоньку переломили. Я был сегодня тоже на, получается, финансовом техникуме. И, как мне сказали, 90% студентов из родного города Канаш. Поэтому, дорогие друзья, у города есть будущее, очень много вкладывается сейчас и в развитие школьного образования. Каждый ученик с 1 по 4 класс обеспечен горячим питанием, благодаря указу нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вдобавок ко всему, семьи, нуждающиеся семьи тоже до 11 класса горячим питанием обеспечены. Сейчас мы получили поручение главы Чувашской Республики об обеспечении горячим питанием детей, наших бойцов, которые служат в батальоне «Атал». И я думаю, вот эта социальная нагрузка на, получается, бюджетную систему, она будет расти. Все это направлено для хорошего. Наши дети должны быть здоровы, наши дети должны получать питание, независимо от того, кто их родители. Ну и обращаясь к родителям, хотелось бы, чтобы вы верили в своих детей. Очень часто бывает так, что почему-то мы не верим в своих детей. Но зачастую получается так, что это будущие министры, это будущие руководители крупных предприятий, это будущие главы администрации городов. Я это вам не понаслышке говорю, я тоже заканчивал родную школу номер 4 в городе Канаш. Поэтому, дорогие друзья, хотелось бы, чтобы нашим первоклашкам и всем ученикам хотелось бежать в родную школу, хотелось бы встретить своих друзей. Я хочу, чтобы вы все научились дружить и эту дружбу пронесли многие-многие годы вперед, когда вам будет, вы все будете уже седые, но тем не менее не забывали эту дружбу со школьной скамьи. Дорогие друзья, мне хочется пожелать вам счастливого, светлого детства. Мне хочется, чтобы вы были немножко озорные. Мне хочется, чтобы вас сильно за это не наказывали. Детей поздравили представители депутатского корпуса города, пожелали успехов и новых побед. Разрешите мне поздравить вас всех с началом нового учебного года. Ребятам пожелать получать знания, идти вперед, двигаться вперед, достигать своих целей. Родителям, бабушкам и дедушкам всегда знать, что вы самые важные люди для своих детей. И очень многое зависит от вашей поддержки. Дай вам Бог сил, энергии,
любви к вашим детям. Дорогие учителя, вам хочу сказать, вам тоже, спасибо большое, вам тоже много здоровья нужно пожелать, больше воодушевления, наверное, чтобы вы смогли вести за собой вперед детей, научить их самому доброму и самому важному в нашей жизни, чтобы наши дети любили свой дом, свою семью, свою школу, свой город, свою республику и нашу страну, Россию. С праздником! Добрый день, уважаемые ученики, уважаемые родители, папа, мама, бабушки и дед. И, соответственно, конечно, учителя. Я считаю, сегодня один из самых светлых праздников, потому что первоклассники начинают свой первый этап жизни над мирным небом, что очень символично, что очень трогательно в наше время. А выпускникам 9, то есть 10 и 11 классов, чтобы они свое будущее сегодня начинали и отметили свою задачу, как закончить и куда поступать. Потому что на завтра ни в коем случае нельзя откладывать, что вы хотите кем быть и что хотите, какой вуз поступать. Потому что завтра будет уже поздно. Поэтому желаю выпускникам определиться и достигать своей цели, чтобы вы потом, как бы сказать, не говорили, что это поздно. Родителям, соответственно, терпение, потому что вы, провожая школу каждый день утром, вы почти каждый день идете, думаете, как бы они получили пятерки, как бы они воплотили всю свою жизнь для учебы в эти дни. А учителям, вот я 16-17 год встречаем 1 сентября в этих стенах, в этом здании, восхищаюсь тем, что они вкладывают свою душу, энергию в сердца ваших детей. Поэтому я им желаю здоровья, счастья, процветания и достижения своих целей. Добро пожаловать в мир знаний! Главные герои, конечно же, сегодня первоклассники и выпускники. Мы поговорили с 11-классниками. Куда собираетесь поступать? Я планирую поступить в педагогический университет на учителя химии в городе Москва. Я планирую поступить в МАДИ в городе Казань на строителя. Волнуетесь ли вы, заступая в 11 класс? Да, конечно, волнение присутствует, потому что впереди нас ждет единый государственный экзамен, но, войдя в любимую родную школу, страх сразу же пропал. Волнение присутствует только из-за экзамена, но страх он пропадет и пропадает до сих пор. Что бы вы хотели пожелать своим одноклассникам? Своим дорогим и любимым одноклассникам в первую очередь хочется пожелать успешно сдать единый государственный экзамен и поступить в самые лучшие вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Ну а также хочется пожелать им исполнения всех мечт и целей. Я желаю своим одноклассникам сдать успешные экзамены, поступить туда, куда они хотят, и чтобы в жизни у них все воплотилось. Владислав Васильев, Ольга Косарева. Вести недели. В студии была Рената Сагдеева. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч! Каждого клиента всегда рады видеть в магазине «Светофор» по адресу Канаш, улица Котовского, дом 4. Большой ассортимент товаров, которые предлагают ведущие производители России и ближнего зарубежья, это известные бренды, которые завоевали любовь и доверие покупателей. Тем более, что ассортимент постоянно обновляется, магазин радует клиентов новинками и продуктами разных категорий. Уважаемые покупатели, жители Канаша, Канашского района и близлежащих районов, мы заботимся о вас, поэтому
поэтому наши цены ниже рыночных на 20-30%. Также наш ассортимент обновляется на постоянной основе. Приходите за выгодными покупками в магазин «Светофор» по адресу город Канаш, Котовского, 4. Радуйте себя, близких, выгодными новыми покупками. Купить в магазине «Светофор» можно канцелярские принадлежности, бытовую химию, консервы, чай, кофе, кондитерские изделия, посуду, хозтовары, продукты питания для ваших питомцев и многое другое. В магазине «Светофор» я закупаюсь достаточно часто. Во-первых, меня привлекает то, что магазин расположен в центре, удобная транспортная доступность, на машине подъехать можно, стоянка есть своя и широкий ассортимент предоставленной продукции. Цены гораздо ниже, чем в других торговых точках, то есть можно приобрести продукты впрок. 5-килограммовые упаковки здесь есть, выгодно покупать сахар, муку, крупы. Раз в неделю стабильно посещаем данный магазин. Продавцы вежливые, улыбчивые и всегда готовы прийти на помощь, подскажут, где что находится. Ну, здесь очень много новинок, во-первых, постоянно завозят они. И цена подходящая, ассортимент очень большой. Ну и подешевле, конечно, чем в городе, в городских магазинах. Ну и, в принципе, всегда все аккуратно очень сложено. И всегда, мне нравится, я всегда сюда захожу. Мне очень здесь нравится отдел, где продают удобрения, кашпо, вот такой. Я люблю в огороде возиться, поэтому сюда с удовольствием всегда хожу. Здесь всегда есть что-то купить. В новом школьном сезоне магазин «Светофор» позаботился о вас. Поэтому вы быстро и выгодно можете подготовить своих детей к 1 сентябрю. Большое разнообразие, низкие цены, постоянные скидки и акции в магазине «Светофор» ежедневно радуют своих покупателей. Привлекает широкий ассортимент, низкие цены. Я частенько сюда захожу, беру в основном продукты, бытовую химию. Обслуживание очень хорошее, продавцы все вежливые, на кассе все вежливые. Какой вопрос возникает, сразу подскажут, помогут, разъяснят. Очень все нравится. «Светофор» может удовлетворить потребности любого клиента. В «Светофоре» закупаемся постоянно, причем практически каждый месяц, наверное, сразу набираем, сразу на целый месяц. И уже остается только по мелочам. В принципе, магазин нравится, все, что нужно, есть. Даже то, что не нужно, тоже есть. В принципе, магазинами довольны, ценами тоже. То есть цены отличаются выгодно от тех же сетевых магазинов. Двери магазина открыты для вас по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Вместе весело шагать по просторам «Светофора» на Котовского, 4. Ведь только здесь можно купить форель свежемороженую всего за 479 рублей за килограмм, а карачок 169 рублей за килограмм, а большую пачку кофе «Черная карта» всего за 299,90. Магазин «Светофор». С нами дружить приятно и интересно. Ждем вас. Канаш, улица Котовского, 4.